последнее заявление на нашего президента России на Вайшкар-Оле. Это дает нам значительную, огромную надежду просто-таки, что ситуация, наконец-то, которая все замалчивалась все эти 25 лет в Республике Татарстан и не поднималась наверх, чтобы наконец-то разрешилась. К нам в последнее время стали поступать очень много сообщений о том, что запрещают родной язык русский в школе, то есть не дают выбрать, навязывают татарский язык. И кроме того, когда родители сейчас начали у нас подавать заявления активно, притом подают целыми классами, прям уточню, не единственный человек, а классами, то есть это 30-20 человек подписывают данные заявления. И вы мне сейчас говорите о том, что родители должны этот язык обучать. И кроме того, в вашей фразе прозвучало, что есть давление на работе. Есть. Сейчас к нам родители стали обращаться, что именно из-за того, что они подают заявление на родной русский язык, на них начинает давление, что их уволят с работы. Это в какие рамки вообще может идти? Сейчас у меня у ребенка 9 класс, и я прекрасно понимаю, чем это скажется. Я должна оплачивать репетитора или ходить на курсы, водить ребенка на курсы для того, чтобы он спокойно мог сдать ЕГЭ. Потому что урезанная программа в школах – это просто безобразие. Будет нужен им татарский язык? Нет, к сожалению, не будет. Понимаете, почему родители против? Потому что действительно, я же сама знаю, я зауч, это сократилось не только на русский язык, сократилось количество часов изучения, а и на другие предметы. Я физик, мне не хватало уроков физики, понимаете? Потому что они тоже сократились. Не можем мы увеличивать бесконечно количество часов в школе. Не можем. Поэтому мы стали все сжимать. И наше татарстанское образование среднее, оно более ущербное, извините меня, чем в других регионах. Каюм Насыри как раз занимался подготовкой из татар учителей русского языка. Потом русский язык должен был в каждой татарской школе обязательным предметом. Медресе, там, школа. И вот эта программа была реализована в течение 150 лет. Теперь татары все русский язык знают. Но прошло 150 лет. А вы еле-еле этот татарский язык начал изучаться с нуля 30 лет тому назад, и вы хотите получить результат. Пока еще поколение не сменилось. Уже 2 поколения. Пока еще поколение не сменилось учителей. Не знаю. Давайте. Вот потерпите 150 лет, все будет хорошо. Все будет хорошо. Будут знать татарский язык. У татар все 150 лет была устойчивая мотивация. А вы, Марат Вазыч, вы лично и ваши, так сказать, друзья и коллеги, чиновники, создали ситуацию демотивации устойчивой. Вот. И я вам могу сказать, что не 150 лет, а лет 300 теперь русские вам не помощники в сохранении татарского языка. И даже вот вы сейчас уползаете в дебри законов, конструкций законотворческих, уже изъеденных молью и короедами, которые рухнут вот-вот, их надо сносить и переделывать. Потому что, извините, Конституция даже Российской Федерации, написанная через месяц, еще раскаты выстрелов танков по Белому дому не прекратились, которая признавала государственные языки республик. У нас сейчас одно государство, Российская Федерация. И, в общем, и Конституцию Республики Татарстан, и все законодательство придется приводить, но, правда, не вам, а вашим последователям, в соответствии с федеральным законодательством, с федеральной конституцией. Убирать противоречия, как, например, противопоставление в законах русский язык и родной язык. Это разжигание чистой воды. Я вам, татарам, желаю в этом преуспеть, в своих семьях. Вот. И надеюсь, что вы прозреете и перестанете гнуть и гнобить русских в отношении, заставляя учить их чужой им язык. Вот, было высказано. Учите народ свой язык дома. Нет, будут обучаться в школе, потому что у нас образование бесплатное. И оно за народные деньги. Татарский народ, мы все должны понять, и
многие татары понимают, татарский народ стоит перед инкараз это гибель нации. То есть 2002 по 2010 год численность татар, владеющих татарским языком, уменьшилась на 1 миллион 70 тысяч человек. Татарскому языку в системе образования быть, однозначно быть. Но как быть? Марат Вазыкович, скажите, пожалуйста, почему вместо того, чтобы 20 лет назад начать выпускать специалистов, татароязычных, предметников, физиков, химиков, математиков и прочих русских специалистов, педагогов, владеющих татарским языком и умеющих объяснить этот предмет на татарском языке, этого сделано не было. Почему? Они выпускают. Где они? И Сколько их выпускаются. выпущено? И сколько выпущено учителей татарского языка, которые по 5 часов в неделю детям непонятно что дают. Они 8 класс начинают с того, что здороваются и прощаются. Мы добились только одного, подождите, часа дополнительно на русский. И то его сейчас нам сейчас затыкают этим часом, говорят, что вот, да, вот мы вам, пожалуйста, будете учить в качестве факультатива, пожалуйста. Я говорю, Русский язык без прав вообще. поднимите татарскую культуру на такой уровень, чтобы его выучить, чтобы татарский язык был интересно изучать. И дайте возможность добровольно учить татарский язык. В общем, И тогда перестаньте те, кому... делать вид, а начните уже работать. И тогда те, кому будет интересно учить татарский язык, они будут его изучать. Это проблема яйца и курицы. Ну, конечно. нет, Да, а кто проблема эту культуру будет желания. поднимать?